Нормально. Оглашение приговора обвиняемым в групповом изнасиловании Жибек Мусиновой стало таким же скандальным, как и само дело. Родственники 4 приговоренных к крупным тюремным срокам потеряли контроль над собой, вступили в противостояние с конвоирами, напали на операторов, выкрикивали непристойные слова в адрес жертвы изнасилования и ее адвоката. Камеру убери. Осторожно. Камеру убери. Вы что смотрите? Вы что делаете? Не ломай камеру. Дело о групповом изнасиловании в небольшом городке Иссык Алматинской области находится в центре общественного внимания с того момента, как 19 августа в интернете было опубликовано видеообращение Гульбадар Мусиновой. Женщина заявила, что в ночь с 13 на 14 августа в Иссыке была похищена ее дочь Жибек и жестоко изнасилована 4 мужчинами. При этом был избит ее сын. Родственникам удалось найти дочь и задержать нападавших, но позже они были отпущены. И это происходило на глазах у РОВД. Они видели, проходили, как она кричала. Сотрудник, милиционер с ними рядом ходил. Меня это возмущает. Пожалуйста, помогите мне. СМИ и в социальных сетях стали критиковать работу полицейских города Иссык. Вскоре, 23 августа, были арестованы 3 подозреваемых. 25-го задержали 4-го. Им было предъявлено обвинение по 4 статьям Уголовного кодекса: изнасилование, насильственные действия сексуального характера, похищение человека и хулиганство. 14 сентября стало известно, что заместитель начальника следственного отдела, 2 следователя и начальник кадрового отдела полиции УВД Иссыка были освобождены от занимаемых должностей. В отношении сотрудника полиции города Иссыка Алишера Калкенова ведется досудебное расследование по статье «Халатность». Суд по громкому делу начался 19 октября и проходил в закрытом режиме. На скамье подсудимых оказались 4 мужчин, от 22 до 29 лет. Асхат Бектурсын, Елтай Нурбол, Алмаз Ермеков и Ербол Ермеков. Последние являются двоюродными братьями. Один из обвиняемых ранее был судим по обвинению в краже. Подсудимые во время процесса находились под стражей в изоляторе временного содержания ИВС Инбиши-Казахского РОВД. Пока проходило судебное следствие, Жибек Мусинова стала соучредителем движения против сексуального насилия «Не молчи». В качестве гражданского активиста 24 ноября в Астане она приняла участие в конференции, посвященной проблемам насилия в Казахстане. Перед депутатами Маджлиса, представителями международных организаций и общественных фондов она выступила с речью от лица казахстанских женщин, подвергшихся сексуальному насилию. По словам организатора движения «Не молчи» Дины Исмаиловой, одна из главных целей волонтерского движения – это изменение общественного сознания в отношении жертв, подвергшихся сексуальной агрессии. Активистов беспокоит, что в Казахстане большинство таких преступлений остаются безнаказанными. Женщины замалчивают факты сексуального надругательства, боясь осуждений со стороны окружающих. Адвокаты подсудимых Андрей Иванников и Касаналий Турманбетов обвинили потерпевшего в спекуляциях. По их словам, Жибек Мусинова активно использует журналистов, чтобы предстать в образе жертвы. После оглашения приговора адвокат обвиняемых Андрей Иванников заявил, что не согласен с приговором. С приговором мы не согласны, считаем его обвинительным. Будем обжаловать в апелляционном порядке в обязательном. Потому что видели реакцию родственников. Дело сфабриковано, по результатам рассмотрения есть частные последствия. Суд установил нарушение уголовно-процессуального законодательства, о которых мы заявляли в ходе процесса неоднократно. На основании этих заявлений мы считали, что должен быть вынесен только оправдательный приговор. Поскольку он не состоялся, мы считаем, что имеем полное право отстаивать интересы наших подзащитных в высших инстанциях. Адвокат, потерпевший Айман Умарова, довольна приговором. По ее словам, насильники получили заслуженное наказание. Она заявляет, что для Жибек Мусиновой честь и достоинство важнее денег. Судья районного суда в городе Иссык Ерлан Баймулдинов признал 4 подсудимых виновными. Асхат Бектурсын осужден на 10 лет лишения свободы, Елтай Нурбол на 9 лет тюрьмы, Алмаз Ермеков на 9 лет и 6 месяцев заключения, Ербол Ермеков на 8 лет тюрьмы. Суд постановил конфисковать автомобиль, в салоне которого, согласно материалам дела,
было совершено изнасилование. Роман Ахмедов, Азатык ТВ.